этот морозный, солнечный и, вне всяких сомнений, день чудесный дремали лишь те, кто не приехал в Финно-Угорский этнокультурный парк на уже 16-ю республиканскую олимпиаду. И вот как это было. На республиканский фестиваль «Олимпиада» в село Иб Сыктывдинского района приехали спортсмены из 11 муниципалитетов Коми. Впервые в таком формате на лыжне в Финно-Угорском этнокультурном парке выстроились сразу 165 участников, что на полсотни больше, чем в прошлом году. Я люблю лыжи. Самому юному участнику 3 года, самому старшему 75 лет. Главной особенностью стартов неизменно выступает экипировка участников. На старт допускаются спортсмены только в лямпах или лызях. Лыжные палки заменяет длинная заостренная снизу деревянная палка койбить. На церемонии открытия фестиваля были подняты флаги Республики Коми и Российской Федерации. Прозвучали гимны России и Коми. Открыл Олимпиаду заместитель председателя правительства Республики Коми Галина Габушева, отметив постоянно растущий интерес к фестивалю. Действительно, Олимпиада-то ведь стала брендовым таким праздником, который знают и любят в республике, и не только в республике. И мы даем по национальным видам спорта большой пример и арктическим регионам, и нашим финно-угорским друзьям. В рамках Олимпиады в этом году состоялись сразу чемпионат и первенство по национальному виду спорта «Гонки на лямпах». Напомню, лямпами называют традиционные коми-лыжи, которые отличаются от обычных гораздо большей шириной. Такое устройство позволяет пробираться по снежной целине и не тонуть в сугробах, что дает им несомненные преимущества перед обычными лыжами. Все больше и больше появляется участников гонок на лыжах с камусом, то есть на лямпах. Вот это тоже приятно. То есть это не просто охотничьи лыжи, а тут именно на лямпах, на лыжах с камусом. И с этой точки зрения тоже нужно продумать на будущее, как маршрут бы немножко поменять, потому что лямпы играют они на неровной местности. Когда есть подъемы, спуски на твердой трассе или на ровном месте, лямпы проиграют лызям. Потому что лыжи лучше идут, понятно. Лямпы там они свой плюс не показывают. А вот когда идут холмики, там лямпы, они в приоритете. Стоит отметить, что это уже 16-й старты в истории фестиваля, и уже второй раз подряд они проходят в Сыктывдинском районе. До этого Олимпиада проводилась в селе Большелуг Каркировского района. 10 марта 2007 года впервые были проведены межрайонные соревнования на охотничьих лямпах, лызях и беговых лыжах. Это был первый открытый фестиваль, который собрал 300 любителей лыжников и спортсменов. В 2012 году впервые в истории фестиваля приняли участие представители национально-культурных автономий и обществ. Ижемцы, немцы, белорусы, узбеки, татары, прибалты, армяне, азербайджанцы участвовали в мужских и женских забегах в рамках спартакиады. В 2013 году впервые были проведены показательные выступления по биатлону на лямпах. Новшеством стали состязания по коми-национальной борьбе «Зумыт-Ош». Фестиваль – это не только спортивные состязания. Он знакомит с коми-народными традициями, песнями, кухней, ремеслами, особенностями охоты и рыболовства. В 2018 году Министерство физической культуры и спорта Республики Коми аккредитовало гонки на охотничьих лыжах как национальный вид спорта. Теперь это официальное соревнование, так что здесь можно получить спортивный разряд или звание мастера спорта. Сегодня в регионе почти 20 мастеров спорта по этой дисциплине. На старте участников Олимпиады провожает фигура охотника Йиркопа, одного из наиболее известных персонажей коми-мифологии. По легенде, Йиркоп смастерил лыжи-скороходы из аспу, своего дерева, и стал самым удачливым охотником. По преданию, это Йиркоп открыл Синдарское озеро и включил его в свои охотничьи угодья. Лыжи подчинялись мысленным приказам охотника и обладали невероятной скоростью. Печь не протопилась, а герой успевал слетать на свои промысловые угодья за 300 километров от села и вернуться обратно.
Причем они приводились в движение, в действие именно с помощью сознания. Там Йиркап куда подумает, туда они несут. То есть не продолжение ног были, как обычные лыжи, а продолжение мышления его, продолжение сознания. Йиркап с такими лыжами стал самым удачливым охотником, от которого не мог убежать даже быстроногий голубой олень. Но по сюжету Йиркап его все-таки убивает. Свою гибель Йиркап нашел на озере Синдр, когда оно было покрыто тонким слоем льда. В мифологии Коми существовало несколько причин смерти героя. По одной из версий, напоила вином мачеха Йиркапа по совету колдуньи, предварительно выстирав в вине его грязные портянки. Злая колдунья погубила Йиркапа. Он утонул в озере, пытаясь перейти его на своих знаменитых лыжах по ломкому льду. До сих пор место, около которого утонул легендарный Коми-охотник, называется Йиркапов. Сам сюжет, то, что Йиркап бежит за этой лосихой или оленихой, которую убивает на склоне горы, он древнейший, он вообще-то евразийский сюжет. Он фиксирует с одной стороны свадьбу, а с другой стороны воцарение. Он фиксируется по северу Евразии особенно, и от Ивенков, и заканчивает Европой западной. Йиркап встает в ряд вот таких вот героев, как вот, допустим, Леминкайнен там, или там Манги, Ивенкийский там, ну и ряд других. Вот это, друзья, вы интересно, мужики у нас стартанули! Но вернемся к Олимпиаде 2023. За состязанием в солнечный мартовский день наблюдали почти 1000 человек. Помимо основной спортивной составляющей, для зрителей на фестивале была подготовлена разнообразная программа. Метание копья и стрельба из лука, национальные игры, катание на ватрушках, снегоходах и надувных санях, мастер-классы от ремесленников и ярмарка. По заверениям организаторов, в следующем году они ожидают еще большее количество олимпийцев. Именно так называют участников Олимпиады. Еще они уверены, что интерес к фестивалю будет только расти. Есть! Вот у нас девчонки стартанули! Олимпиада – это праздник охотничий. Я с 18 лет на охоту хожу, ходил капканы, ставил, на лямпах ходил, а потом, как узнал, что Олимпиаду организовали, я сразу же подключился. И мне это нравится, хотя я не лыжник, скорости у меня нету, но все равно я получаю огромное удовольствие, Я уже на Олимпиаде 9-й раз. Этот мужчина уже бренд Олимпиады. Как лыжи или те же лямпы, бренд нашей республики. Причем, говоря о республике как о родине лыж, мы опираемся исключительно на исторические факты. В Сыктывкаре в Национальном музее республики представлено древнейшее средство передвижения по снегу. Найдено оно было в 1960-х в Книжпогосском районе близ озера Синдр на первом Висском торфянике. Тогда археологи нашли фрагмент лыжи со скульптурным изображением головы лося. То, что это была старинная лыжа, сразу стало всем понятно. Но вначале многие не задумывались и даже сомневались в том, что лыжа может быть действительно очень древней. После экспертизы, проведенной в Эрмитаже, стало ясно – находка уникальна. Возраст древнего средства передвижения довольно солидный – порядка 8000 лет. Это удивительно много. Для примера, самая древняя египетская пирамида была возведена около 5000 лет назад. Получается, наша лыжа самая древняя из найденных на планете. Лыжа, обнаруженная во время экспедиции Григория Михайловича Бурова в 1964 году, датируется эпохой мезолита, 6-м тысячелетием до нашей эры. И на сегодняшний день является древнейшей находкой лыж. И ранее считалось, что самая древняя лыжа была обнаружена в Норвегии, но она датируется более поздним временем. На сегодняшний день пока подобных аналогов, находок такой лыжи нет. Фрагмент лыжи сохранился благодаря консервации в толще торфяника. В составе находок первого висского торфяника были найдены также лук, санные полозья и другие предметы, характеризующие быт человека эпохи мезолита, живущего у озера Синдр. Санные полозья, они считаются такими предвестниками лыж. Человек на них перевозил добычу, привязывая ее вот к этим бескопыльным саням. И именно поэтому у саней мы видим отверстия, с помощью которых крепилась веревка. У санного полоза есть еще и впереди на ходовой части небольшой выступ в виде крючка. И похожий же выступ мы видим и на нашей волшебной лыжи с изображением головы лося.
Функциональное назначение у них примерно одинаковое. За эти выступы можно было крепить веревку для того, чтобы тащить за собой как и санные полозья, так и лыжи. И с помощью вот этих выступов можно было тормозить, поднимаясь в гору. Сама лыжа синдерская с этой лосиной головкой. И исследователи всегда ее интерпретируют, что якобы вот эта головка для тормоза. Каким образом тормозить с помощью этой головки можно, я не знаю, честно говоря. Но то, что она имела какие-то магические свойства, это 100%. Потому что то, что изображалось на каких-то вещах, оно в древности имело именно магический смысл. Действительно, эта лосиная головка, она давала ходоку на лыжах скорость не просто лося, а священного лося. И, видимо, это предание о Йиркапе имеет архетипический сюжет какой-то, очень такой древний сюжет, именно об охотнике на лосях. Лыжи у него были такие тоже волшебные, сродни вот этим лыжам. Непосредственно лямпа – это хоть один из главных, но все же один из многих составляющих промысла коми-охотников. Но как был организован сам быт, где жили, что использовали во время охоты настоящие коми-охотники? Сегодняшний день – это отличная возможность не только посмотреть на гонки на лямпах, но еще и познакомиться с культурой и особенностями нашего народа. Вот, например, сейчас я нахожусь около охотничьей избы, и здесь нас уже ждут охотники постарше и ученик, да, охотника с опытом Алексей Семенович и Денис Алексеевич. Давайте мы сначала подойдем к Алексею Семеновичу. Расскажите, пожалуйста, здравствуйте. Да, Алексей Семенович в одежде. Вообще-то, охотники так тоже ходили, но это одежда оленевода. Поскольку вы интересуетесь избой охотника. Именно охотой, да, и мы сейчас наблюдаем, что вы здесь мастерите какие-то снасти охотничьи. Давайте мы вот покажем, нашего оператора позовем. Капканы. Ой! Как щелкнул. Опасно, да, можно пальцы отрубить. Не каждого охотника 10 пальцев. Да, видимо, у некоторых и поменьше есть с такими снастями. Вот эта изба охотника, обычно такую избу делают на переходах, потому что у охотника не одна тропа бывает, на настоящих охотников. Допустим, у нас вот 2 тропы по охотничьему роду, а у некоторых до 5 бывает. И вот когда дальние переходы делают вот такие избушки без печки. Если посмотрите, зайдете, печки нет. Есть нары, шкуры оленей, чтобы полежать, разогреть что-то, суп, поесть или мясо охотники, и идут дальше, отдохнувшие. В общем, изба – это место, где охотник может отдохнуть. Вот вы сейчас сказали про охотничий род, и что у каждого охотничьего рода есть своя тропа. Вот Денис Алексеевич рядом с нами стоит, ваш сын и по совместительству ваш ученик. Денис Алексеевич, расскажите, пожалуйста, охотились ли вы уже? Охотился, но только в детстве. Сейчас особо учусь, не охотился. Сейчас он мне помогает показывать охоту, как экспонаты на нем. У группы Led Zeppelin есть такая известная песня «Stairway to Heaven». Вот это вот «Stairway» или «Лестница to Лабаз». Что же такое Лабаз, Алексей Семенович? Мы до сих пор, кстати, находимся около избушки. Охотники в старину всегда свой промысел, вот, допустим, пушнину, еду всегда хранили в определенных местах. Вот такие домики называются лабазы. Лабазы. Они могут быть на одном столбе, может быть на 2, может быть на 4 столбах. Это уже амбар получается. На высоко, чтобы туда не могли подняться грызуны. То есть лестница – это гарантия того, что никакие грызуны, никакие хищники бы не обворовали. И столбы лабаз на чем держатся? Вот счесываются гладко-гладко, чтобы не смог ни куница закарабкаться, ни росомаха, не медведь. Поэтому еда там, медведь съел еду, лабазник, все, охотнику конец. Или шкурку еще хуже, все вытащит и разбросает. Охотник останется ни с чем, детей кормить будет тоже нечем. То есть вот такая вот конструкция, она защищала охотника именно от каких-то голодных будней. Но смотрите, вы сказали, что дерево гладкое, мы даже вот можем сейчас подойти, я потрогаю, я, конечно, не скажу, что очень гладкое, но сосенка, она обычно, скажем так, пошкуристей. Поэтому здесь все так в этнопарке воспроизведено практически в реальном режиме.
Небольшое интервью, которое вы сейчас увидели, было записано год назад во время Олимпиады 2022. Тогда Юрген провел прямую трансляцию этого уже по-настоящему масштабного республиканского фестиваля. Добрый день, уважаемые друзья, уважаемые телезрители, жители Республики Коми. Мы вас приветствуем в прямом эфире. Начинается трансляция 15-й Олимпиады. В селе Иб сегодня находится этот праздник. Именно там сегодня пройдут несколько забегов на лямпах, на охотничьих лыжах. Поэтому мы с вами за этим будем наблюдать в прямом эфире. И ближайшие 3 часа предлагаю вам провести вместе с нами. Нынешние лямпы не отличаются от древних. Неизменны в них простота и надежность. То же самое можно сказать и о постоянных участниках Олимпиады, которые неизменно показывают высокие результаты. На Олимпиаде 2023 среди мужчин победу одержал Сергей Зюзев из Карткировского района. Причем не в первый раз. Мне интереснее на лыжах. Но побеждать везде интересно. Это не имеет значения. Если ты внутри как бы хочешь победить чего-то там, стремишься к этому делу, то без разницы, каким-то делом занимаешься, всегда стремись быть первым, только и все. Я в школе работаю учителем, поэтому у меня вот это и детей на этом же духе воспитываю. И сам вот, где бы ни участвовал, что бы ни делал, я должен быть лучше, я должен быть впереди, я должен быть сильнее себя самого. А бежать по целине очень тяжело. Это надо пробовать, что это такое. Не просто ходить, а бежать. Поэтому я организатору такое большое спасибо за вот такой труд, скажу. Потому что дали потрудиться, дали как бы выйти из себя и поработать в усмерть, можно сказать. Я еще очень этому доволен. Потому что выдержать тяжело, тем более с молодыми. В 62 года бегать с молодыми, видите, это... На лямпы в этом году не готовился, некогда было. Километра 50 только проехал, и все. По лыжам участвую, бегаю среди ветеранов. Вот сейчас приехали из Златоуста, выступали. Там в этом году сделали международные соревнования среди любителей лыжного спорта. Команды как таковой не было. Всего у нас было 11 человек, и причем выступили здорово. 3 первых места. У меня одно первое место, второе, потом третье. Еще 3-е место у одной девочки есть, хозяиновой Надежды. И 2 4-х места. В итоге мы командой даже не полным составом, полного состава 25 человек. И то в середине, даже выше середины получились от команд. А команд было около 50. Поэтому подготовка шла в основном туда, а не на лямпы. Обычно я на лямпах прохожу за сезон от 200 и 300, 400 километров. В этом году 50 километров только прошел. И не по целине, поэтому как бы тяжеловато мне и было там. Но по укату нормально, потому что лыжная работа, она дает. Среди женщин самой быстрой оказалась тоже представительница Карткировского района Татьяна Никулина из села Большелук. И она тоже, как вы догадались, постоянный участник Олимпиады. Несмотря на то, что дистанция у женщин была в 2 раза меньше, чем у мужчин, не обошлось без сложностей на трассе. Лямпы тяжелые по весу, и техника немножко другая. А лыжи, на них можно очень быстро кататься, чем на лямпах. Сегодня тяжело далась целина, потому что там пробежали впереди нас мужики, утоптали. С одной стороны, вроде бы просто, но ноги там больше устают. Я сейчас участвовала в первом и втором этапе кубки гонках на охотничьих лыжах и лямпах. И мы как бы контрольные тренировки были, подводящие к Олимпиаде. Те, кто не вошел в число призеров, не отчаиваются и с каждым годом показывают все лучшие результаты. И, конечно же, заряжаются позитивом и энергией. Я вообще-то уже приняла не первый раз, уже 5-й, наверное. В прошлом году тоже здесь была. Тогда похуже, конечно, выступила. А сейчас мне даже сказал Габов Афанасий, что я иду на мастера спорта, потому что я пришла 4-я. Я тренировалась немножко дома. Правда, упала на первом подъеме и койбись сломала. Хорошо девушка подняла и принесла. Ага. Но ничего, старалась, бежала. Погода хорошая, сегодня замечательно, солнышко светит. Прям такое праздничное настроение. Очень хорошо. Отрадно, что почти половину участников Олимпиады 2023 составила молодежь, которая с неподдельным интересом осваивает древний аналог лыж. В первенстве среди юношей первое место занял Александр Кетов из Прилузского района. Нам он рассказал, что Олимпиада для него – это уже семейная традиция.
Гонка была тяжелой. Лыжи лямпы проскальзывали. Ну, по сугробам шлось очень тяжело, так как проваливались лямпы. Но он как-то пришел первым, потому что папа бежит, сестра бегут, все бегут. Я тоже решил попробовать. В концертной части программы, пока спортсмены мерились силами, гости Олимпиады смогли посмотреть выступление солистки Коми Республиканской филармонии Веры Булышевой, ансамбля народной песни «Северная околица», казачьего хора «Вольница», народного хора «Купаленко» Белорусской национально-культурной автономии и музыканта Владимира Трошева с ансамблем «Гуляночка». Концертные номера сменяли друг друга, на площадке царило отличное настроение, гости подпевали и пританцовывали под народные мелодии. Праздник удался. Я в тебя влюбилась, походу, навсегда. С праздником! Вот такой яркой, солнечной, по-настоящему спортивной нам всем запомнится Олимпиада 2023, в которой, напомню, приняло рекордное количество участников пока. Это 165 человек. Дальше больше. Мы с нетерпением ждем Олимпиаду 2024. И вы ждите, а лучше не просто ждите, а приезжайте и принимайте в ней участие, потому что Олимпиада, она для всех. До новых встреч!